Конечно же, если Европарламент примет резолюцию по военнопленным, это само по себе не приведет к немедленным изменениям, но это создаст основу для дальнейшего давления на Азербайджан. Основные рычаги воздействия Европейского Союза — это, конечно же, политическое давление, экономические санкции. В теории ЕС может ввести ограничения против отдельных азербайджанских чиновников, юридическое давление, то есть поддержка исков Армении против Азербайджана в Европейском суде по правам человека. Однако, к сожалению, на практике ЕС редко идет на такие меры, особенно если учитывать опыт, который у нас имеется, начиная с 2020 года по сей день. Конечно же, возникает вопрос, насколько реалистично, что Швейцария откликнется на обращение парламента Арцаха и, главное, сможет инициировать процесс возвращения армян в Карабах. Я думаю, здесь нужно учитывать некоторые факторы. Во-первых, ключевые игроки ЕС, США, Россия пока не проявляют активного интереса к теме возвращения армян в Карабах. А без их поддержки усилия Швейцарии вряд ли будут очень эффективными. Важно и то, что Азербайджан категорически против обсуждения вопроса возвращения армян в Карабах и воспринимает любые попытки международного посредничества как вмешательство во внутренние дела страны.